В АГУ сегодня обычный рабочий день. Студенты бегут с пары на пару, решая по дороге учебные и не очень дела. Замедляя шаг только в холле, проходя мимо фотографии первого проректора, профессора, преподавателя биологии Виктора Маландия. Больше он не прочитает ни одной лекции. Его место занимают его ученики. Для Жанны Топчан Виктор Ильич был не просто преподавателем. Он вдохновил ее на преподавательскую и научную деятельность. Он попросил меня, я даже попросил быть магистром. Я закончила в прошлом году, хотя возраст уже не тот, магистратуру. Я читаю дисциплины Виктора Ильича. Я сначала читала практические занятия только, теперь уже в связи с обстоятельствами читаю лекции. Мы вместе с ним проводили практики. Он был моим преподавателем. Он человек такого ранга и был справедлив во всем со всеми, со студентами, с коллегами. Но как преподаватель это вообще никакое обсуждению не подлежит, как человек был он человеком. Нателла Квиквискири – сотрудник кафедры физиологии человека и животных, однокурсница Виктора Маландия. Она привела нас в биологический музей, который в АГУ создавал Виктор Ильич. Он был против убийства животных и птиц, но у студентов должны быть наглядные пособия, рассказывает Нателла Львовна. Она вспоминает, что Виктор Маландия был не очень прилежным студентом, но всегда самым умным. Не пришел на лекцию, что очень редко бывало, но ушел там с ребятами. Но на следующий день мы, может быть, девочки сидели, больше учились, а он всегда все знал. Всегда. Он мог выкрутиться по любому предмету, из всех, что мы проходили. Кроме этого, по ее словам, Виктор Маландия был самым видным на курсе. Он всегда был интересный, высокий, красивый, умный. И у нас всегда были стенды о летней практике. Только мы стенд сегодня повесим, на следующий день приходим, его фотографии нет. Опять мы приклеим новую фотографию, приходим опять на следующий день, именно его фотографии нет. Всегда его фотография исчезала со стенда. Красивым, умным и очень теплым запомнит Виктора Маландия все, кто его знал, уверена Нателла Квиквискири. Как-то официально зашла к нему в кабинет, и народ там сидел. И я говорю: Виктор Ильич. И он так поворачивается, говорит: мы же с тобой по-другому общаемся. Говорит: я всегда Витя. Это как-то остается. Теплота его, теплота до последнего дня. Невозможно говорить о Викторе Маландия в прошедшем времени. Эту фразу произнесли сегодня все, с кем мы встретились. Марина Гогуа возглавляет биолого-географический факультет и много лет работала под началом Виктора Маландия. Как она говорит, Виктор Ильич в ее памяти навсегда останется большим человеком. Для меня, в первую очередь, Виктор Ильич – это пример ученого, настоящего мужчины, который смотрит в небо. И среди звуков современного большого города и страны слышит голоса птиц. Для меня Виктор Ильич человек большой, высокий физически, интеллектуально и духовно. Каким он и останется, я прошу прощения, в сердце каждого, кто имел счастье оказаться на пересечении жизненных дорог с Виктором Ильичем. Лично для меня это пример служения своему Отечеству, своему родному университету, науке. По любым вопросам преподаватели и студенты АГУ обращались к Виктору Ильичу, будь то профессиональная, рабочая, научная или личная проблема. Как говорит Марина Гогуа, ему можно было прийти, пожаловаться на жизнь, получить совет и уже со светлой головой идти решать свои дела. Он разделял невзгоды со всеми, кто к нему обращался. О чем я сожалею больше всего, это о том, что мы его не щадили. Нам казалось, что этот большой, умный, все знающий человек, что невозможно его потерять. Поэтому единственное, о чем я лично сожалею, что мы, может быть, мало его щадили. Виктор Ильич любил науку, рассказывает Марина Гогуа, но много времени уделял организационной работе. Никто лучше него не мог организовать учебный процесс. Виктор Ильич сумел
способствовать внедрению всех этих новых тенденций в наши образовательные стандарты. Причем это было не просто новое, это лучшее. Новое, лучшее, проверенное. Причем это делалось очень деликатно, очень профессионально, с учетом наших особенностей, национальных особенностей и проблем нашего образования. Об этом же говорит Роман Дбар, близкий друг и коллега Виктора Маландия. Именно он создавал кафедру экологии и расписывал курсы обучения. Методический, ценнейший опыт, которым он владел, он всегда представлял собой особый интерес. Когда мы создавали кафедру экологии, он в числе этих конструкторов новых специальностей. Лучше него никто не разбирался в таких вещах, как программы курсов, программы специальностей. Роман Дбар говорит о безукоризненности во всем, чего касался Виктор Маландия. Он доводил до совершенства все, за что брался. Это, как говорит Роман Дбар, касалось и работы, и увлечений, и семьи, и дружбы. Нас связывают десятилетия дружбы. И эта потеря оставляет за собой в буквальном смысле зияющую пустоту. Десятилетие дружбы, я не припомню ни одного случая, который мог бы хоть в какой-то мельчайшей даже детали, настолько он был безукоризненным, как друг, как товарищ. И это потеря и университета, и страны, и очень большого научного сообщества, в которое Виктор Ильич был включен. Больше всего сожалеет Роман Дбар о том, что Виктор Ильич не успел закончить большой научный труд, над которым работал долгие годы. Так и не получилось завершить главный труд его жизни, книгу «Птицы Абхазии». Но это уже долг нас, его друзей, его коллег, исполнить и завершить эту работу, сделать ее достоянием республики, потому что я не думаю, что в ближайшей перспективе у нас появится ученый такого масштаба, который смог бы сделать нечто подобное. Если сегодня мы говорим о животном мире Абхазии и при этом приводим какие-то детали, связанные с птицами нашей страны, то это абсолютно его заслуга, потому что никто не сделал больше, чем он в этой сфере. Виктору Ильичу было 63 года. Для ученого это молодой возраст. Он мог успеть еще очень много и в профессии, и в науке. Хотя успел пройти практически весь возможный карьерный путь. После себя он оставил методики, новые знания и открытия. Но самое главное – теплоту, которую хранит всякий, кто сталкивался с ним хоть раз. Марианна Котова и Нала Гухава, Абаза ТВ.